Шум, братуля, Ялгат. Здравствуйте, друзья. Мы говорим сегодня на русском языке, и вы сейчас поймете, почему именно. Мы хотим, чтобы как можно больше людей услышало нас, и как можно больше людей приняло участие в дальнейшем разговоре. Какое у нас есть предложение, мы скажем в конце выпуска для всех, кому не безразлично эрзианский народ, эрзианский язык. Мы будем говорить сегодня про эрзианскую латиницу. Разговоры о латинице не стихают уже много лет, несмотря на все старания власти, с одной стороны, она запретила пользоваться латиницей. Я не знаю другой страны, где запрещают человеку писать какими-то буквами, например. И несмотря на все старания тех, кто категорически заявляет, что вот однозначно кириллица и все. Нам следует признать, что мы исчезаем. То есть Эльза – это исчезающий народ. Давайте посудите сами, сколько нас было 100 лет назад, сколько нас было 30 лет назад и сколько нас сейчас. За последние 10 лет 200 тысяч, около 200 тысяч эрзиан исчезли. Кто-то умер, кто-то превратился в русских или в кого-то еще, я не знаю. И на сегодня эрзианский язык практически вытеснен из всех сфер общественной жизни. Если лет 30-40 назад это называли язык там, деревенский, ну, как и любой другой, как макшанский язык, там, это деревенский язык. А вот у нас есть городской язык, это русский. Я в детстве помню, что вот в Саранске говорили на русском большая часть населения. И дети, я вообще не слышу, что в Саранске говорили на эрзианском, а в селах мы общались на эрзианском. А в последние годы он стал уже не деревенским, а просто языком дедушек и бабушек. Кроме этого, я думаю, что вы знаете, как обстоят дела с образованием. Практически он вытеснен из всех образовательных программ. Что-то там осталось в факультативной части, то есть в вариативной части, когда родители должны писать заявление, что мой ребенок хочет изучать. И мы видим сейчас практически банкротство этой системы. Хотя она много лет, государственная система, значит, показывала себя как опекун, то есть республика, это Мордовия, она сама создана для того, чтобы как раз не просто спасти там эрзианский язык, эрзианский народ, макшанский язык, макшанский народ от исчезновения, не только чтобы сберечь язык, но чтобы он развивался, а он не может развиваться, если он не применяется в жизни. И поэтому я думаю, что все мы давно поняли, кто хотел понять, что в деле спасения своего языка, своего народа мы не можем рассчитывать на государство. Мы можем рассчитывать только на себя. Ну, повторюсь, что мы просто не знаем примеров каких-то созидания государством в пользу эрзианского народа. Вот за весь этот период, если взять со времен, когда начали разрушать наши кладбища, эрзианские кладбища, и до вот сегодняшнего перевода языка в вариативную часть учебной программы, мы не видим примеров созидания. Был всплеск в начале прошлого века, когда мы были нужны российской власти в Москве, когда она создала Мордовский округ, когда сказали нашим лучшим, что можно все, когда они кинулись действительно спасать эрзианский язык, учебные программы, учебники, словари. Кстати, тогда использовалась латиница тоже, первый эрзианский профессор, но это прошло. Их просто уничтожили в 30-х годах, в конце 30-х годов. И поэтому мы видим сегодня Мордовию, то есть нельзя оценить деятельность Мордовии как там вот, словами успех или развитие, а скорее это вот банкротство, это банкрот. Я пытался найти что-нибудь, а сколько книг было вот на эрзианском издано в Мордовии. И вот за эти последние 2-3 года там, значит, варьируется название там, в этом году, что вот такое счастье, встречи, там, презентации, рассказывают все там средства массовой информации, кому не лень, что вот Мордовское книжное издательство выпустило книгу Александра Сергеевича Пушкина на эрзианском языке. В издание вошли 2 сказки. «Йокс калонь кундытяду декалнаде». И второе, «Йокс кулу царевна до десисим богатырде». Ну, во-первых, ну что, уже все издано на эрзианском, уже на эрзианских авторов произведения уже все изданы, все завалено этими книгами, и нужно еще раз издать Пушкина, который наше все для кого-то.
Ну, я уже где-то приводил пример. Вот сказка о мертвой царевне и 7 богатырях. Это произведение, которое показывает Пушкина не просто как шовиниста, а как нациста. Вот я понимаю, что кто-то сейчас удивится, но вы возьмите, почитайте, что он там пишет. Перед утренней зарею братья дружною толпою выезжают погулять, серых уток пострелять, руку правую потешить, сорочина в поле спешить, или башку с широких плеч у татарина отсечь, или вытравить из леса пятигорского черкеса, а хозяюшкой она... Ну, посмотрите, это забава. И эти же, вот эти стихи читает, наверное, и татарский ребенок, и черкесский ребенок, и евреи где-то есть. Ну, это шовинизм. И кроме всего прочего, экземпляров выпущено этой книги 500 экземпляров. В Мордовии учеников где-то 53 с чем-то тысячи. 500 экземпляров. Поэтому это вот такая отмазка, такой занавес. Посмотрите, вот мы издали, боже мой, какое счастье. 500 экземпляров. Потом нашел, что вот за последнее время азбука стихса, азбука в стихах, и еще энциклопедия. Была выпущена энциклопедия, значит, для детей, иллюстрированное издание такое, «Улимелем ламо содамс». «Улимелем ламо содамс». Но тоже 500 экземпляров. Но для этого есть издательство, министерство, союз писателей. Ну, у нас есть молодые талантливые рязанские писатели, поэты, но их становится меньше. Но и этих-то произведений не видно. Я знаю, как они издают сейчас свои книги. Как они издают свои книги, они просто на свои деньги это делают, друзья. Поэтому Мордовия – это банкрот, система, которая не справилась своей задачей. При этом декларации такие у них серьезные. Вот попалась под руки информационная справка по развитию родных языков и литературы. И вот он пишет про Конституцию, что в Республике Мордовия, читаю, нормативно-правовое регулирование в области изучения государственных языков осуществляется согласно закону об образовании, бла-бла-бла. Еще одно там. И она в редакции, в новой редакции. И там написано, статья 3, пункт 1. В Республике Мордовия гарантируется получение образования на государственном языке Российской Федерации, то есть на русском. А дальше, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей только предоставляемых систем образования. Но это просто открытое хамство. То есть по Конституции Мордовии эрзианский, макшанский, русский – это государственные языки. Почему не написано, что изучение эрзианского и макшанского языка гарантируется там? Гарантируется. Вот этого нет. Этого нет. Вот, исходя из пределах возможностей. И любой директор может сказать, а у меня нет возможностей, у меня вот учителя все уволились и некому преподавать. Потом, кроме этого, для того, чтобы изучать эрзианский или макшанский как родной, и татарский тоже, кстати, то нужно писать заявление к директору. Но вы понимаете, что отношения в России сейчас начальника директора, а у тебя еще там дети, может быть, учатся, и ты к нему приходишь и говоришь, я хочу, чтобы мои дети вот изучали эрзианский язык, а он тебе скажет, слушай, и так вот дело, а тут еще 5 человек хочет, там, или 3 человека хочет изучать эрзианский, мне надо учителя нанимать, а их нет. И ты не будешь спорить. На самом деле гражданин Российской Федерации не будет спорить с директором школы, поверьте. Я знаю отдельные случаи, когда люди вступали и даже добивались своего, но это очень даже отдельные случаи. Ну и кроме... Так, дальше не буду читать про эту справку, потому что это вот такая торжественная записка. Что отсюда могу еще сказать? Потому что, да, действительно, обучающихся в Мордовии 53 538 человек, но это за 21 год, по-моему, 22 год данные. Какой вывод из этого следует? То есть дело спасение утопающего, дело рук самого утопающего. Никто, кроме нас, нам не поможет. Поэтому вот
безусловно, латиница – это не какое-то там волшебное средство, это не какой-то старик Хоттабыч там, и не золотая рыбка из той сказки Пушкина. И она не просто сама по себе, она нам не поможет. Это только один из способов замедлить процесс русификации, то есть замедлить процесс уничтожения нашего народа. И плюс, когда нас обвиняют в каких-то там страшных грехах, латиница, само употребление латиницы, оно не может привести ни к чему плохому. Ну, какой может быть эффект? Ну, напишите вот в комментариях, что может быть плохого, если человек будет писать латиницей. Потому что сейчас достаточно много уже литературы всякой на кириллице написано. И, то есть есть что почитать, кто хочет читать на кириллице. А вот сейчас становится популярным английский язык, ну, в России сейчас популярным становится китайский и корейский язык, тем не менее английским тоже интересуется, и ерзянский язык на латинице может вызвать интерес у молодежи, и не только у нас в стране, а и за границей. Причем интересно такой парадокс, что вот наших оппонентов возмущает даже не то, что мы предлагаем писать латиницей, но их возмущает даже, что кто-то смеет это обсуждать. Вот, понимаете, как вы смеете обсуждать? Это уже запрещено, это такое государственное преступление. И поэтому они утверждают, что вот однозначно кириллица и все. Мы так не считаем. Мы думаем, что все-таки выбор должен быть. Ну, например, вот в 2019 году решение Минязора, секретариат Минязора использует латиницу. То есть мы одной латиницей писали, потом пробовали, ну, как бы сказать, экспериментировали, потом другой писали. И результаты, скажем так, есть обнадеживающие. То есть что мы выяснили? Мы выяснили, что вот для современных ерзян, независимо от возраста, современных в смысле следящими, те, кто следит за временем, старается успеть за временем, читает что-то где-то, обсуждает, участвует. Вот для ерзян, для большинства не представляет никакой трудности переход с кириллицы на латиницу. Причем даже не важно, какая латиница. Их несколько, то есть их было несколько, я сейчас скажу об этом позже. То есть я сам лично читаю, я просто смотрю, и какая бы ни была латиница, мне читается легко. Раньше пугали нас технические трудности. А как сделать? Как сделать клавиатуру, там, например? Как сделать макрос какой-то для того, чтобы переводить из латиницы в кириллицу, там, и наоборот. Но сегодня это все легко решается. Это все у нас есть. Мы писали латиницей Википедию, мы писали статьи на сайтах своих, мы писали, ну, секретариат Минязора использует латиницу для оформления, я сейчас не буду вставать, жалко, я хотел показать документацию секретариата, там все очень красиво написано латиницей, и оно очень хорошо смотрится. И латиницей мы издали ерзянский журнал «Ерзянвал». Очень красивый, красочный журнал. К сожалению, у нас уже был материал на второй номер, но началось вот это все движение, полномасштабная война, и нас кто куда поехал, люди заняты, и мы не издали второй номер, он устарел. Но я думаю, что мы когда-то издадим еще один журнал. Так что идет процесс уничтожения ерзянского языка. Я думаю, что это сознательное уничтожение. И дело, безусловно, не только в кириллице, что виновата не то, что не только кириллица, она вообще не виновата, но просто использование кириллицы, это только буква, а использование кириллицы способствует процессу уничтожения ерзянского языка. Во-первых, смотрите, кириллица как бы стирает различия между ерзянским и русским языками. Вот вокруг массы всего русского написано кириллицей. Газеты, журналы, титры там где-то там в телевизоре, то есть реклама, вывески, объявления. Это все вот как бы одна масса графически. И ерзянин перестает видеть разницу. Он начинает, переходя с чтения на русском языке, на ерзянский, он начинает произносить русские звуки как ерзянские, то есть ерзянские звуки как русские. И это искажает язык, потому что у нас не совсем так, у нас другая языковая группа, совершенно другая языковая группа. Кроме этого, возник такой эффект, как использование русских лексических конструкций для разговора. И получается, что Эрзя как бы говорит
на эрзианском, используя русские лексические конструкции, просто вставляет туда эрзианские слова. А это все не стыкуется, и отсюда возникают всякие придумки. Что, потому что, секс-мекс и далее. Это уродует язык. Кроме того, кириллица у нас украла, ну, если вот там в начале века, во времена Рябовых, когда была латиница, там они еще учитывали некоторые звуки эрзианские, то сейчас это все, скажем так, не учитывается. И, например, я волям Тома – это две буквы Я, хотя они звучат совершенно по-разному. Ну, это касается других слов: кейт, кять, пелемс, пялемс и так далее. Что из этого, какой вывод из этого мы сделали, по крайней мере, не знаю, присоединитесь вы или нет, что нам нужен новый имидж, то есть стартануть с чего-то, нам нужен новый имидж, новый привлекательный визуальный образ. Образ, который будет нас сближать с языками родственными наших где-то соседей, где-то наших соседей, да, по языку, с финским и эстонскими языками. Кроме того, я замечал еще такую особенность. Вот когда человек читает не эрзя, вот он читает на русском языке, ну и эрзя тоже, а потом на эрзианском идет, это воспринимается как-то, как будто вот есть русский великий язык, а это вот какой-то подязык, то есть структурно он ниже русского великого и могучего. Ну, очень многие так воспринимают. Но а в то же время привлекательность языка в чем? Это в его уникальности. Но на самом деле наш эрзианский язык – это уникальный язык. Чем больше, я признаюсь, я после того, как уехал из Мордовии, я мало говорил на эрзианском языке. И в 2008 году, когда мы встретились с Синязором Пиргужем, я обнаружил, что я не могу, не то что свободно, я почти не могу говорить на эрзианском. Он сказал: говори как умеешь, и он оказался прав, только говори и читай. И я как-то еще поправил. Я понимаю сейчас, что у нас очень много звучание отличается от того, какое было. Я получаю наслаждение, когда нахожу старые какие-то записи, стихи, которые люди читали в 50-х годах, 60-х годах. У нас очень красивый язык. И поэтому нам нужно, чтобы люди различали, что это не русский язык, это два разных языка. Вот есть русский язык, про который все знают, все слышали, Пушкин, да. А вот эрзианский язык, древний, благородный, эрзианский язык, на котором не каждому дано говорить. Это надо вот чем-то еще обладать, какими-то качествами. Кроме того, есть люди, которые говорят, что латиница – это как пропуск в цивилизацию, в мир современных технологий, во всех сферах жизни, причем в искусстве, в культуре, в финансах. Поэтому вот, что я хочу сказать. Привлекательная визуализация, вот эта уникальность, это еще один способ сопротивления ассимиляции. Тут можно говорить, что это и популяризация, тут можно говорить, что это и пропаганда языка. Ну и латиницей удобнее работать с компьютером, ориентироваться в интернете. А именно в интернете нам больше ничего не осталось. Мы можем сейчас бороться за свой язык, бороться за сохранение своего языка и за развитие. Смотрю на часы. То есть фронт борьбы фактически, такое слово немножко агрессивное может быть, фронт борьбы за спасение своего языка и культуры, он переместился в интернет. И мы хотим спросить наших оппонентов: ну, вы против нашего варианта, но мы же вас не заставляем. Вот мы предлагаем вариант, который может помочь нашему языку сохраниться, развиться. Если вас не устраивает наш, то какой ваш вариант? И мы же, опять же, мы не уговариваем. Если вы не хотите нам помогать, ну хотя бы не мешайте, то есть не закидывайте нас этими своими, как вы можете, да как это можно, да вот вы там агенты Госдепа. Да Госдеп ничего не знает про эрзианский народ. И он про Россию-то почти ничего не знает. ВВП Российской Федерации и Штатов Соединенных отличается в десятки раз, там, два десятка раз с лишним. И поэтому США интересует Китай, там, может быть, Индия, но не Россия в этом смысле. Поэтому никто сейчас, когда нас обвиняют в том, что там вам кто-то за это платит, нет, никто не готов платить деньги за то, чтобы спасать эрзианский народ, эрзианский язык. Поэтому предлагаем, делайте свое дело, если оно у вас есть, а мы будем заниматься вот своим. Это,
Кстати, это увеличивает наши шансы на выживание. Но не мешает вспомнить, вот в конце 90-х, когда вот это было оттепель, да, как это говорят, во времена Хрущева была оттепель, и вот во времена Брежнева, виноват, после распада Советского Союза тоже была оттепель, и перед распадом. И многие писали латиницей. Это было обычное дело среди ребят. Были дискуссии, и не кужу, мель кужу, там были, как сказать, группы, как это правильно сказать, сайты. Проводилась даже конференция по рязанской латинице. И вот там были выработаны правила, которые вот сегодня, когда мы готовили латиницу, которой мы пользуемся, они были учтены. Уменьшилась в результате знакоемкость рязанского текста. Текст стал выглядеть значительно короче. Он легко читается, он эстетично выглядит, очень красиво, он узнаваем. То есть ты смотришь на текст и говоришь: о, это рязанский язык. Так почему именно вот я хочу немножко сейчас про историю использования латиницы в рязанском языке. Почему эти разговоры до сих пор не утихают? Потому что, наверное, был в этом какой-то смысл, и есть, остается этот какой-то смысл. Ну, во-первых, смотрите, эстонцы, финны и венгры используют латиницу. Это та самая языковая группа. Это что, совпадение? Уж они-то у себя в стране, это же, то есть они решали, какая лучше, что им лучше подойдет, и выбрали себе латиницу. А за нас решили, в Москве или в Саранске, и сказали: вот будете кириллицей пользоваться. Но они выбрали латиницу. Это все три страны. Это совпадение, как там Киселев говорил? Не думаю, да? Кириллица, по словам многих специалистов, она лучше подходит для славянских языков. Напомню, что кириллица – это от слова этого миссионера Кирилла, от его имени. И вообще-то он создавал сначала не кириллицу, а так называемую глаголицу, но она тоже, вот она создавалась для славянских языков. Потому что использовать греческий там, или латинский алфавит для богослужения было невозможно, там не было букв, то есть в славянском языке было больше звуков, чем букв в греческом и латыни. И вот поэтому Кирилл создавал ту славянскую азбуку, и в ходе перевода, кстати, богослужебных текстов использовали греческие слова. А там, где не находилось аналогов, тогда славянские использовали. Так создавался литературный язык, который был понятен более-менее всем славянам. Этот язык известен как старославянский. То есть это была глаголица, которая для удобства пользования была заменена кириллицей. Но латиницу для использования, для написания рязанских слов использовали давно. Это дело не новое. Первый известный случай датируется 1692 годом. 1692 год. От восстания Степана Разина прошел 21 год. Мы сегодня говорим, что это было, наверное, для наших мест, это больше Акая Буляева, это было восстание. Мы перед этим говорили. Посмотрите видео, там есть хорошее видео здесь на нашем канале про те времена. Так вот, в 1692 году автор Николас Вицен, вот, он написал труд «Nord and Ost Tartaria», то есть Северная и Восточная Татария. Но тогда вот эти латинские буквы использовались просто как транскрипция, чтобы иностранец мог читать, как они произносятся, наши слова, чтобы понимать, как мы говорим. Но там не было никаких особенностей. То есть это было грубо. А первая система уже систематизировать алфавит конкретно для рязанского македонского языка принадлежит Хансу Конуну фон дер Габеленцу. Это 1838 год уже. Работа называлась уже конкретно «Versuch einer mordvinischen Grammatik». То есть исследование или труд по рязанской, по мордовской грамматике, извините, он по рязанской и макшанской делал. Мы не будем сегодня говорить об особенностях, но в ней уже была вот эта а с умляутом, у с умляутом, мязе, вяйке, камень, истя, иля, зярдо, сюкунямс. Вторая попытка систематизации принадлежит эстонскому языкознавцу Фердинанду Видеману. Это уже 1865 год.
А вот его труд уже называется конкретнее. Der Erziak-Mordvinchen Sprache. Эрзианский язык. И к этому труду уже был приложен небольшой словарь, и там эрзианские слова писались латиницей. А далее, слава Инешке Пазу, приходит время Хейки Пасонина. У него он посвятил жизнь практически, словарь, грамматика, многие труды другие. И я думаю, что вот без этих работ его, без этих словарей, сегодня эрзианского и макшанского языка уже бы не было вообще. Он собрал самый большой словарь, он там использует латиницу, скорее не для написания, а тоже как транскрипцию, чтобы он имел цель передать звучание наших слов. И вот этот словарь у меня есть, он есть в Word. Если кому-то он нужен, напишите, пожалуйста, по адресу, он там указан, мы его вышлем. Это настолько увлекательно в нем копаться, там можно найти все. Нет, когда говорят, что там по-эрзиански что-то нельзя сказать, это неправда. Просто иногда мы можем найти слово, например, там вот есть мель слово, мы говорим, а как хотеть? И когда Эрзя говорит, арси антонить, там, или желаю тебе арси антонить, это же просто думаю, может мелькст антонить, веш антонить, и нешке пазом пельде. Ну, если, например, мель слово есть, почему не говорить мелькстамс, это хотеть, например. Отвлекся, извините. Кому нужен словарь, пишите, пришлем. Несмотря на это, на то, что вот пользовались научные работники латиницей, мы сегодня пишем кириллицей. И опять же повторюсь, иногда мы слышим, а кто вам дал право писать латиницей, кто разрешал, но только в России запрещают. И очень хочется спросить такого оппонента, а кто с вами советовался, когда перед тем, как вот приказать эрзянам, пишите кириллицей. Никто. Но, тем не менее, в советские времена латиница использовалась в научных трудах. Есть Эдит Мессарош, 1967 год, «Историческая морфология мордовских языков», Нина Осмя, уважаемая, Ксения Дуржей, Жан Леонард. Но это вот скорее используется как транскрипция там. Что на сегодня, почему мы затеяли этот разговор, мы вписываемся в 30 минут, почему мы затеяли сегодняшний разговор? Мы имеем предложение от одного человека, я не буду говорить его имя пока. Этот человек говорит на эрзианском, он знает эрзианский язык, и он является специалистом в области языков нашей группы языковой. Он работает в этой сфере, и вот он предложил, используя уже наши сегодняшние знания и опыт, оптимизировать систему эрзианской латиницы. И вот то, что мы сегодня говорим, тема нашего сегодняшнего разговора, это быть услышанными. Мы хотим, чтобы нас услышали заинтересованные стороны. Кому это интересно? И услышали, и мы хотим пригласить их к обсуждению. Ну, чуть позже это может быть в социальных сетях, в группах, где есть наши странички, но предварительно мы хотели бы обговорить это, ну, скажем так, в узком кругу, но я не знаю, сколько наберется, например, в Zoom. То есть система, которая позволяет общаться в реальном времени, выслушать оппонента, сказать ему что-то, обсудить, согласиться, отказаться. И вот мы понимаем, что в наше время и в российских условиях любой интерес к эрзианскому языку сегодня приравнивается к измене родине, я не знаю. Это неправильно, это неправильно абсолютно. Поэтому, но тем не менее, мы гарантируем полную конфиденциальность. То есть что, если человек желает участвовать, мы просим написать на адрес, мы внизу напишем, это erzianival@gmail.com. После этого мы присылаем приглашение желающим участвовать, приглашение на встречу, определимся со временем сначала, и если вы желаете в этом участвовать, то вы можете заходить под любым именем и не включать свою камеру. Мы будем знать, кто это. Мы не можем размещать в открытом доступе, потому что может бесконечное количество людей не очень заинтересованных войти. То есть это мы хотим знать, с кем мы будем говорить. Вот. Это конфиденциально. Вы можете не включать камеру, и разговор записываться не будет. В Zoom, если разговор записывается, то любой участник, он видит, что разговор записывается. Поэтому будьте, пожалуйста, спокойны. Все замечания, предложения будут фиксироваться. Мы посадим вот сюда где-то секретаря. Вот ручка, вот бумага, и он будет это все записывать.
По результатам беседы мы предлагаем создать небольшую рабочую группу, просто, которая будет готовить конечный вариант латиницы, которая группа учтет все вот эти пожелания, высказывания, замечания, которые будут уже в социальных сетях, в Одноклассниках, ВКонтакте, в Телеграме, в Фейсбуке, кто-то есть, где угодно. И вот на эту работу думаем отвести время вот до апреля следующего года. И чтобы 16 апреля, это день рязанского языка, презентовать, представить вот ту латиницу, которая будет удобна, красиво, для которой будет и раскладка, имеется в виду клавиатура, для которой будут макросы необходимые, и которую будет легко и загрузить, там, и установить у себя, и легко пользоваться. И это будет большой, серьезный подарок нам всем ко дню рождения Анатолия Павловича Рябова, нашего первого профессора. Вот это все, что я хотел сегодня сказать. Спасибо каждому, кто прослушал. Мы сделали сегодня исключение, мы говорили на русском языке. Я думаю, что это небольшой грех, учитывая тему нашего сегодняшнего разговора. Сюконянто тялгай, пеза за кунсола вантиса, вастомазунок.